Звучит последний звонок. Дети, учителя, родители. Для каждого этот день волнительный и особенный. Позади 9 лет учебы. Мы были все смешными малышами, когда вошли впервые в первый класс и, получив тетрадь с карандашами, за парту сели в первый в жизни раз. Тут повели нас по дороге знаний, отдав нам много сил и труда. А сколько приложили вы стараний, чтобы учились хорошо всегда. Спасибо вам, что вы нас так любили, хотя и строгими вы были подчас, за то, что вы нас мыслить научили, за все, что сделали для нас. Поздравить с самым важным этапом в жизни, пожелать удачи и искренне порадоваться за детей приехала заместитель председателя правительства Ингушетии, министр образования региона Эсет Бокова. Для нее здесь все родное. Еще до того, как занять высокий пост, она возглавляла этот лицей. Сегодня здесь достойно продолжают заданный Эсет Ибрагимовной ориентир. Дорогие ребята, я искренне поздравляю вас с окончанием уже полного цикла, одного цикла нашей средней школы основного образования. Желаю вам, конечно же, прежде всего удачной сдачи основного государственного экзамена. Но я уверена, что вы эти испытания преодолеете и что те педагоги, ваши родители, которые на протяжении всех этих лет сопровождали вас, будут рады и горды вашими успехами. От себя лично хочу пожелать, чтобы вы уже в следующем году начали прямо уверенно думать над тем, какую профессию вы уже выберете. И всегда, где вы бы ни были, помнили, что вы должны быть достойны нашей малой Родины и нашей великой державы России. Слова поздравления звучат и от других приглашенных гостей, в числе которых Аслан Умаров, глава города Сунжи, и, конечно же, родители выпускников. Спасибо вам, Наталья Валерьевна, что вы для наших детей были не только хорошим педагогом, но и лучшим другом. Очень волнительный праздник. Хочу поблагодарить всех наших учителей, весь педагогический коллектив лицея. У меня с этого лицея выпускается уже 4-й ребенок. Так что мне всегда бывает приятно присутствовать на этих мероприятиях. 41 выпускник. Отныне они официально вступают во взрослую жизнь и готовы к новым вызовам. Правда, многие намерены продолжить учебу. Сегодня очень напряженный день, ведь мы заканчиваем 9 класс. С многими друзьями больше никогда не увидишься. Я планирую остаться до 9 класса, а после и до 11 класса. Сегодня у меня выпускной, это день, который все ждали с нетерпением, кто-то с грустью, кто-то радовался этому дню. Были мои одноклассники, которые плакали. Мне тоже было в душе очень грустно. Планируешь остаться дальше? Да, я планирую остаться дальше и докончить свое образование до высшего. Но большинство моих одноклассников уходят, я этому очень опечалена, хотелось с ними отношения не прерывать. Больше самих детей волнуются, переживают и грустят их наставники. Учителя успели стать для выпускников вторыми мамами. Креативно подошла к этому празднику и Наталья Братко. Для меня голоса звезд в полумраке едва слышны. Эти слезы нам дождь принес, только слезы нам не нужны. Праздничную программу для выпускников подготовили солисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Всего же в этом году в республике после 9 класса выпустились более 7,5 тысяч школьников. 11 окончили 2237 выпускников. Дорогие выпускники, я хочу пожелать вам, чтобы все двери были открыты, результаты произошли в ожидании. Будьте счастливы и никогда не забывайте о прекрасной поре школьных лет. Приятно было видеть коллектив педагогический, немного обновленный. Ну и опять же стены родные. Да? Лицей за последние 4 года претерпел очень хорошие изменения. Здесь на базе учреждений созданы точки роста. Дополнительно в этом году здесь будет развернут IT-клуб. Учреждение является пунктом проведения экзаменов. Яркие эмоции, ленточки, шары и символичный последний звонок. Этот день навсегда сохранится в памяти выпускников. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Новости 24.